О Аллах, милостью милосердный, обрати козни кафиров против них самих. Аминь. Милостью милосердный, даруй свободу нашему брату Фазилю Ахмедшину. Аминь. О Аллах, укрепи его иман. О Аллах, укрепи его здоровье. О Аллах, Аминь. укрепи его семью. О Аллах, милостью милосердный, обрушь свое наказание на голову кафиров. Аминь. О Аллах, милостью милосердный, тебе одному поклоняемся, тебе одному просим прощения, тебе одному просим помощи. О Аллах, милостью милосердный, дай нам терпение, дай нам победу. Аминь. Аллах. Аминь. Бир хоть кому. Можно вас попросить? Братьям, альхамдулилля, салям всем, джазак Аллах хайр всем, альхамдулилля, за поддержку. Альхамдулилля, пусть Аллах Тайра наградит всех хранит. Аминь. Ну что, судебное заседание продолжается в том же составе суда. Мы находимся на заключительной стадии. Последний слов судьи отлично. Пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу сайидина Мухаммадин ва аля асхабихи аджмаин. Амма ба'д. В самом начале хочу поприветствовать всех. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. И хочу рассказать один хадис. Данный хадис приводится в сборнике Бухари и Муслим. Передают со слов Аиши ради Аллаху анха, что в свое время курайшиты были озабочены делом одной женщины из рода Мафсум, которая совершила кражу. Одни стали говорить, кто поговорит о ней с посланником Аллаха, а другие сказали, кто же осмелится заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зайда, любимца посланника Аллаха. И Усама обратился к нему с ходатайством за нее. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из наказаний Аллаха Всевышнего? А потом он встал, обратился к людям с проповедью, после чего сказал: поистине, живших до вас погубило то, что когда кражу среди них совершал знатный, они не трогали его. Когда же совершал слабый, они применяли к нему установленные наказания. Клянусь Аллахом, если бы украла Фатима, дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей. Вот это отношение ислама к преступлениям и к наказаниям. Оно должно быть справедливо, вне зависимости от того, кто стоит, кто совершил. И несмотря на его происхождение, мы же сегодня видим, как работает закон в Российской Федерации. Она выносит приговоры не исходя из того, было ли совершено преступление, имеет ли подсудимый к нему отношение, доказано или не доказано, а все больше, кто совершил, сколько заплатил или не заплатил, кто звонил за или против. Об этом говорят все, и стар, и млад, и богатый, и бедный, начиная от вахтера и заканчивая руководителем государства. Говорят все, знают все, телефонное право стало обыденным явлением, неким приложением, а если быть точнее, инструкцией для применения УПК и УК. Все больше и больше осужденных людей в стране. И по количеству осужденных мы стабильны в первой тройке после миллиардного Китая и США. А по процентам на душу населения мы вовсе лидеры во всем мире. Мы больше говорим и делаем, и не делаем, думая, что мы уже никак не сможем повлиять на это, гоняясь за раскрываемостью и результатами, выполняя те или иные планы правоохранительно-судебной системы государства. А правоохранительно-судебная система государства превратилась в палочно-исполнительную, стала глобальной фабрикой по фабрикации и раскрытию уголовных дел. Причиной этого стали требования или тренды на те или иные виды преступления. Вот есть тренд на борьбу с экстремизмом и терроризмом. В республике созданы два отдела, один в МВД, другой в ФСБ, по борьбе с религиозным экстремизмом. Сразу же нужно показать работу, найти экстремистов и террористов. А кого? Вот и начали раскачивать в спокойной республике.
Если раньше была одна Чечня, теперь сплошной Кавказ, Татарстан, Башкортостан, и на севере нет спокойствия. А недавно все стали свидетелем о якобы аресте 200 мусульман в Санкт-Петербурге. Такой большой шум, а на деле одно обвинение против человека, который в социальных сетях видео какие-то выставлял. Вот и мое уголовное дело — это не чьи-то погоны, должности, пиар, тренд, что угодно, но не преступление и наказание. Мы были самым униженным народом. Но Аллах возвеличил нас, даровав нам эту религию. И если мы будем искать другой путь к величию, Аллах унизит нас. Это сказал Умар ибн аль-Хаттаб, второй наш праведный халиф. Ибн Таймия, рахимуллах, сказал: поистине Аллах помогает справедливому государству, даже если это государство неверующее. И не помогает несправедливому государству, даже если это государство мусульман. Справедливость изменяет людей в лучшую сторону. Сегодня около 925 миллионов человек голодают. Из 10 миллионов детских смертей сегодня ежегодно 5 миллионов умирают от плохого питания. Скажите, зная об этом, кто из вас останется дома со своими детьми, спокойно ходить в рестораны, покупать им айфоны? На сегодняшний день мы не можем говорить, что сегодня мы можем свободно исповедовать ислам на этой территории. Если в каком-нибудь учреждении государственном появляется девушка в платке, она становится объектом для притеснения. В первый же день ее приглашает начальник и говорит: сними платок. Есть в учреждениях, в любых учреждениях, отращивать бороду является каким-то великим преступлением. Альхамдулилlah. Аллах Та'аля открыл нам сердца. Открыл нам сердца и привел к этой религии. Мы будем его исповедовать, иншаллах, пока наша душа не подступится к нашему горлу. Независимо от того, будут нас преследовать за это какие-то органы. Независимо от того, будут или не будут выносить несправедливые судебные решения. Независимо от того, как будут ухищряться те, кто борется сегодня с исламом. Те люди, которые сегодня борются с исламом, они борются со своим народом. Они борются со своим народом, потому что без веры Аллаха, без веры общество деградирует до уровня животных, до уровня потребителей. И только вера спасет этот народ, и только вера Аллаха спасет эти территории и другие народы. Потому что Аллах сам об этом нам говорит много раз в Коране и напоминает об этом. И Он посылает нам знамения. Мы видим сегодня демографическую ситуацию в стране, мы видим демографическую ситуацию в так называемой процветающей Европе, мы видим экономическую ситуацию в так называемой процветающей Европе и Америке, к которому мы стремились все. Мы не знаем, как сегодня правители этих стран не знают, как спасти свою экономику, спасти свою независимость. И потому что их экономика была построена на одном запрете, на запрете процентов. И запрет процентов, и Аллах Та'аля нам показал, что есть риба, что есть проценты. И это знамение для людей верующих. И данный процесс причиной этого процесса стал, иншаллах, Аллах Та'аля. Те люди, которые это выполняют на сегодняшний день, в судный день, если они не покаются в этом и не примут истинную религию, у них не будет повода для оправдания. Я не хочу наказания их в этом мире. Я хочу, чтобы они покаялись. Я хочу, чтобы они пришли к истине
И я хочу, чтобы те, которые сегодня были на истине, были стойкими, я прошу их быть стойкими, ибо за это ждет их великая награда. Альхамдулиллах, Раббил Аламин. Слава Аллаху, Господу миров. Все у вас? Да. Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора 28 марта 12:00. Братьям всем ассаламу салям. Пусть не печалится от того, что они укощряются. Потому что Аллах создатель хитрости, и исход всех дел у Аллаха. Альхамдулилля. Какой бы исход ни был, мы будем довольными, потому что это мы знаем от Аллаха. Любое испытание от Аллаха. Поэтому я прошу всех тех, кто меня знает, быть терпеливыми и стойко выносить все те испытания, которые, иншаллах, или обрадоваться, если на то будет воля Аллаха. بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار